я выбрала как художественный руководитель вот такую формулу. Мы не можем ставить каждый месяц. Это очень дорого. Опера гораздо дороже, чем драматический спектакль, да? И я выбрала вот что, чтобы чередовать спектакли с концертами. Как важно, чтобы в театре, в котором вот работают и мастера, и молодежь, да, молодежи у нас сейчас очень много, чтобы это как-то очень умно переплеталось, чтобы был взаимопонимание, да, чтобы было наставничество, возможность передать какие-то свои уже личные вот наработки. Даже вот мы часто с доброжелательная обязательно, подсказка. да, с Эмилией Максимовной говорим о том, что многие молодые приезжают в театр, они не знают, как даже вести себя на концертной эстраде, как выйти. Мы очень много этому внимания, правильно я говорю или нет, девочки? Да, иногда ходим много раз туда-сюда, думаем, как вынести образ. Это все очень важно. В следующем сезоне предстоит напряженная работа. Сейчас в связи с обстановкой, какой положительный момент есть? Все туристы поехали по родной стране. По горам, да. по горам. И вот здесь очень много их. И надо вот суметь все это как-то так продумать и распределить. И еще, нельзя нас сравнивать с драматическим театром. Здесь другие особенности, совершенно другие. И если драму можно ставить 4-5 спектаклей в сезон, то, конечно, у нас совсем другие деньги, нам трудно. И еще должны быть исполнители для той или иной партии. Хотела спросить, достаточно ли средств таких вокальных Нет, недостаточно. для партии тех, которые... Турандот написан для уникальных голосов. Я имею в виду саму главную героиню. Да. Такой супер драматическое. И в мире всего лишь несколько сопрано, которые это могут петь. Но я хочу сказать другое. Нам ближе репертуар такой вот более средний, то есть не крайне драматических голосов. Сейчас у нас нет таких вот певцов, как, например, не потому, что они лучше даже, а по голосу, по аппарату. Да. Драматический тенор. У нас был Грайер Ханиданян, да, его все помнят, на которого был поставлен Отелло. Да? Да. Это природа, здесь ничего не попишешь. Даже опасно петь певцам, которые не имеют от природы. Сложнейшая партия Отелло. Но мы выдали Отелло, показали его на гастролях несколько раз. И вот что интересно, прошли годы, я приехала сюда уже художественным руководителем. Я хотела восстановить его. Отелло мог быть и приездным. Так оказалось, все декорации сожжены и уничтожены. Но мы живем, так сказать, какими-то позитивными мыслями, надеждами. Вот сейчас начинаем усложнять репертуар, и я так думаю, что мы сможем «Баттерфляй» поставить в новом сезоне. Это очень... Я, конечно, хочу прийти опять к Тоске, которая... Вот Эмилия Максимовна Салагова пела Тоску здесь. Это все, наверное, помнят. Да. И мы... Они с Грайером вместе пели, Юрий Бацазов был с Карпио. Да. Это вот такой сгусток голосов. А пиковую даму вы обещали еще? Пиковую, да? Я обещала пиковую даму. Да, но для того, что... Ну, шла здесь была пиковая дама. Здесь была пиковая. Не будем комментировать эту пиковую. Значит, но проблема в Германе. Потому что у нас есть крепкие тенора. Герман – это еще другое что-то. Здесь нужен как-то особый вид интеллекта. Здесь нужна быть актерская невероятная свобода. Сила. И мне хочется, чтобы мы к этому подошли. Но кто знает? Кто знает? Будет все. Надежда есть. Значит, будет. А вот Дездемона сидит рядом с нами. Ой, это такой спектакль был, что сейчас я вас немножко развеселю. Я пела это с Грайером Ханиданяном. А он темпераментный такой товарищ, и так боязно было очень. И вот Александров поставил мизансцену, Дездемона идет молиться. Ну, я так иду и думаю, много времени, музыки много. И я решила, значит, пройти, а потом вдруг вспомнить, что я не помолилась, вот, и вернуться. Александров стоит в кулисе и видит, что я не то делаю, и, ну так, куда она идет? Куда она идет? В это время я резко поворачиваюсь на колени, помолилась, все, пришла.
И когда заходит Отелло, когда он меня схватил и швырнул, молилась ли ты на ночь Дездемона, он меня так двинул, что моя голова осталась за этой кроватью. Я вот так, уже шея висит, голова висит, а мне же петь надо. И я ему говорю, лежу вот так головой сюда в зал, говорю, Грайер, подтяни меня к себе. Грайер, подтяни меня. Сейчас он ничего, он еще больше меня трепета. И говорю, Господи, прося, хоть бы спеть, хоть бы спеть. Хоть бы не задушили. Хоть бы не задушил. А правда, я вам даю честное слово. В общем, благополучно выбрались с этой мизансцены, все нормально было. Спектакль, конечно, был великолепный, и состав был очень хороший. Ну, прям так иногда тоскливо бывает, что все это быстро уходит. К сожалению, не осталось ничего от этого спектакля, Вот это самое ни записи, обидное, ничего что не ничего осталось. не записывали. Да. У нас великолепная была Баттерфляй. Да. Какие были, да, Лариса? Да. Какие были эти декорации? Эмилия Вот так. Максимовна, сегодняшняя молодежь, которая пришла, я не могу сказать на смену вам. Вы же здесь все Почему? равно продолжаете, работаете. Ну, пока хочу Но. еще продолжить. Да. Какая она по сравнению с той порой, вот когда вы были молодые и были старше? Есть сравнение какое-то? Такой этот провокационный вопрос. Знаете, что я вам скажу? Вот если старший в силе, и он может еще петь, то театр без старшего поколения – это не театр. Это мое, вот, и никто меня не переубедит. Вот они здесь сидят, вся молодежь. И если ты умный человек, то ты смотришь и думаешь, вот здесь вот, у нас Лариса Абисаловна сейчас говорила об этом, как ты повернулся, как ты посмотрел, как ты, ну, малейшие, все детали маленькие, они всегда, даже вот где-то булавку заколол, думаешь, не видно, а там все видно. Если ты умный старший, то можешь подойти и сказать, есть умные молодые, которые говорят спасибо и думают, если это тебе подходит, ты это принимаешь. Может быть, тебе это не подходит, и ты говоришь спасибо, но я сделаю по-другому. Между прочим, наше старшее поколение нас приняло очень хорошо. Так же было и Тугоева, и Аллочка Хасиева, и да все буквально. Вот заслуженная артистка России подходит ко мне, Тугоева, и я еще, которая еще ничего не спела абсолютно, и она мне говорит, позанимайся, пожалуйста, со мной, а я в ужас пришла, говорю, что вы, Таисия Фаина, я же еще ничего не умею, нет, школа одного педагога. И она говорит, ты молодая, ты слышишь хорошо. И вот это все осталось, и у меня осталось до сих пор. И поэтому я говорю, и старшие, и молодые должны друг друга понимать и уважать. Мы все делаем одно дело, и когда мы будем все вместе сообщать, тогда скажут, вот это театр, вот это спектакль. Я считаю, что у нас молодежь очень хорошая. Спасибо огромное, что вот вы пригласили меня сегодня на эту передачу. Лариса Абисаловна, вам спасибо. И вам, Зоя, спасибо. Мне безумно интересно. Мне вот, ну не знаю, у меня такое ощущение, что вот мы сейчас не на телевидении, а вот просто мы где-то собрались. В семейном кругу. Сидим, вот такая совершенно, не знаю, замечательная, потрясающая обстановка. Я бы хотела дополнить какие-то фразы и так далее. Вот Лариса Абисаловна сказала, говорит, вот раньше у нас, значит, все, так сказать, бурно друг с другом общались и были романы, а сейчас, значит, все спокойные, романов нет. Лариса Абисаловна, я с вами согласна, да, романов нам не хватает, но мы будем стараться. Я просто это сказала не в микрофон. Да, мы будем стараться. Это, кстати, замечательная идея. Возьмите на заметку. Да. А то, что у нас такая замечательная атмосфера, это, конечно, благодаря Ларисе Абисаловне. Добрая, чуткая, внимательная. И вместе с тем она очень строгая. Она строгая, вы знаете, не только делу. к нам, но и к себе. И По делу. вот ее воспитание, без этой строгости не было бы сейчас, в общем-то, такого замечательного Совершенно коллектива, верно. который сейчас у нас. Потому что равнодушие, как говорил Федор Иванович Шаляпин, это самое страшное
в И любом, зависть. да, в любом деле. Дорогие друзья, вообще-то сегодня не мой день рождения. Вы так меня расхваливаете. Я просто хочу Ну, что есть напомнить. рассказывать? Но, а как вот без этого, Лариса Александровна, например, вы меня пригласили сюда, я закончила аспирантуру в Москве, и как-то с Самарским театром у меня не сложилось, и вы что-то вот во мне отметили, нашли. Я вот так и не пела, и не играла, как я начала петь и играть в этом театре. Благодаря Анатолию Ильичу, который занимался со мной как режиссер, и Ларисе Абисаловне, которая занималась тоже и вокально, и как режиссер. Зоя, вы в курсе, что вот Лариса Абисаловна имеет потрясающие режиссерские... В курсе, данные? конечно, Да. конечно, Вы смотрели наш «Трубадур»? говорите? конечно смотрела. Вот Конечно, это была постановка ее Ларисы постановка. Абисаловны, да. Я никогда не забуду, как у меня никак не могла я понять, что это за образ. Я много читала, смотрела. И опять же, вот на этой сцене, значит, мы сидели, эта сцена у костра, я сижу на коленях, и Лариса Абисаловна говорит: давай делай, давай еще 150, 260 раз. У меня уже слезы текут, у меня не получается, и на 369 раз у меня получилось. То есть это так здорово, когда художественный руководитель вот просто вникает во все. Лариса Абисаловна, помните, как костюмы, которые художница в Кармен, вы ее заперли в кабинете. Сейчас я скажу Да. здесь. Художница, но очень талантливая. Приглашенная? Наша. Наша? Да. И она, значит, Кто? ее звали Алла Кулова. Ага. И она, значит, такая все время кормила меня обещаниями. Говорит: как костюмы, когда ты принесешь? Я говорю: мы уже опаздываем, все, осталось просто уже день-два до того, как уже надо было приступать к пошиву, ничего нет. Я ее ласковым голосом позвонила и сказала: Аллочка, пожалуйста, приди. Просто, нет, я еще не готова, просто мы поговорим. Вот, мы сами приготовили там какую-то бумагу, что-то такое. Аллочка бедная, не подозревая, что ее ожидает, явилась утром. Вот, я спросила: ну как дела с нашими эскизами? Мне некогда, я еще какие-то другие делаю, там заказы у меня. Вот, ну садись, Аллочка, пожалуйста, вот за стол, вот тебе бумага. И начинаю рисовать костюм. А мы с Анатолием Ильичем, он был режиссер, это опера «Кармен» была, мы выйдем и тебя закроем. Через какое-то время я тебе принесу бутерброды, что-то попить, поесть и так далее. Она просидела целый день, сначала рыдала, потом смеялась, у нее была истерика просто. Но она к концу дня нам сделала все эскизы. Так же было, да? Абсолютно. Причем костюмы были просто потрясающие, уникальные. И вообще вот эта постановка, когда вот выход из зала, я никак не могла, думаю: господи, как же я выйду, на меня все смотрят. Анатолий Ильич, вот выходишь, и вот вот к любому мужчине делай, мы тебе разрешаем все. Говорю: хорошо, думаю, еще и засмеяться, думаю, как же я засмеюсь на весь зал. То есть это в этом театре я спела все, и, надеюсь, еще спою все главные партии. Ну, у тебя был дебют в этом сезоне, да, «Ангел»? Да, в общем, я безумно счастлива, потому что я не знаю, где бы, в каком театре мне дали бы столько спеть. И я никогда не думала, что я могу быть хорошей актрисой. К нам приезжает Степанюк Алексей Олегович, он удивляется: какой у вас замечательный уровень, и певческий, и актерский, какие вы молодцы. В общем, у нас такая замечательная, большая, дружная семья. Вы знаете, я самой себе завидовать стала. Почему, Зоя? Почему? А потому что я нахожусь в среде счастливых людей. А вы первый раз на этой сцене? Это так редко. А? Вы первый раз на этой сцене? Ну, сижу, конечно, первый Сегодня у раз. вас тоже Зоя обычно сегодня премьера. записывала Я Сегодня премьера. сижу первый раз, а Зоя, так на сцене. Зоя фантастический звукорежиссер. Ну, Я человек, у которого невероятно большой опыт звукозаписи. У меня 23 диска своих собственных. И во всех странах, где только записывать хотели, и нас записывали, я вот общалась со звукорежиссерами. И хочу сказать, что Зоя, Лариса. это не осетинского нашего республиканского уровня Лариса человек. Абисаловна, Правда? как Правда? вы Правда. сказали, сегодня не мой день рождения. Но побудь и ты именинница, хотя бы немного. Но вот вообще-то я, если серьезно, мы шутим. Спасибо. А я мечтаю о том, чтобы, Зоя, ты записала Надо спектакли студию, какие-то. и надо записаться, надо. Что нам делать для Вот, этого? вот столько интересных спектаклей у вас, Да. столько. И вот они будут, они пройдут, сезон пройдет, закроются, и все, и как будто Да. ничего не было. А?
Спасибо. А давайте спасибо. обратимся к нашему руководству, нашу студию, вот мы, артисты все, пусть вернут нам нашу студию, потому что это стыдно. Все республики имеют, а у нас нет. Мы потеряли то, что... Я, например, еще в силе записаться, а где? Нет. И другой тоже. Голоса прекрасные. Хочется, чтобы они остались для поколения следующих. Ну, надо что-то делать. В этой студии, в бывшей студии, Да. которой уже нету Нет. вообще, нет. Вот, успели записаться и Ибрагим Хугаев, и Лейла Кисеева. Пожалуйста, ты тоже записывался, конечно. Ну, можно Вот, услышать. и вот я бы хотела, чтобы Ибрагим сказал о своем впечатлении, о записи и вообще о том, как он, как ему. Записи я сейчас тоже слушаю, и не только сейчас, вот, когда начал так пением заниматься. И спасибо большое, что вы записали, Зоя, и Толика Хугаева Анатолия, и Кулаева, и Бацуза, всех Ну, там. все, И буквально да. там запись я в хоре еще пел у Джанаева, и записывались в Москве. И там тоже точно такая же студия, но там они не разбираются на финском языке, даже где ошибки, где что, там не разбираются. Просто записали и все. Пару дублей сделали, я в шате тоже там пел, и 2 раза все спел. А когда я у вас записывался, там буквально каждая строчка остановка, так, тут не то, что-то не то. Ну это... Так, не мой уровень день рождения. Да. А насчет нашего театра я хочу сказать, что то, что Лариса Бесановна здесь оказалась, это, наверное, провидение Господа. Я не знаю, к чему бы пришел этот театр без нее. Анатолию Ильичу тоже режиссерские, актерские эти подсказки, много очень. Ну, маэстро Хадзинскому большое спасибо. Вот. Помогает. На самом деле, для меня большие препятствия бывают, когда учу, там иногда хочется даже, да не лезет в голову эта опера, оставить. Потом время проходит ломка себя, и уже работа с дирижером, и там вылезают ошибки. И он так мягко все понятно объясняет, и это очень много значит для актера, для певца. Спасибо большое. Спасибо. И насчет того, что коллектив хороший, проблемы у меня бывают с ритмом тоже. И с Леной поем дуэт в Трубадуре. Я с мячом на коленях стою и поем дуэт. И Лена мне подстукивает ритм. А это было... Так что Можно сказать одну вещь? Можно я скажу? Сейчас, Эмилия, я вспомнила, вот такая великая наша певица советская Мария Биеша. Биеша. И она играла Молдавская певица. Чосан. Мне тоже посчастливилось с ней. Кстати, это первая познакомиться. исполнительница, получившая признание в мире. России. Да. или в Так мире. вот она. И вот там тенора мне рассказывали, что самое страшное, когда увидят свою фамилию, что их выписали на Чо-Чо-Сан с ней. Почему? Она безукоризненно это знала, конечно же. Выходила, у нее такие кимоно с такими Да. широкими рукавами. Что там только не спрятать было. И в том числе такое шило небольшое. И как только партнер, тенор, начинал идти, значит, наверх, добирался до верхней ноты, расположиться там, как говорится, приостановит действие оперы и держит фермат. Она вытаскивала это маленькое шило и слегка подкалывала тенора. Тут сразу слетал, да. И она мне сама рассказывала, что вот То есть он держал фермату да, она долго. не давала. Ферматы только она должна была держать. И потом она мне, уже бедная, буквально перед смертью, мы встретились на конкурсе Чайковского, и, значит, она мне сказала: я так жалею, что я уже не пою. Я, говорит, так хотела бы с тобой записаться. Я сказала: скажите, пожалуйста, правда, вот, что было вот такое, про вас такие легенды ходили? Она говорит: да, у меня ни одно шило было. Ни одно, я, говорит, их все время теряла, представляешь? И, говорит, единственный тенор, с которым я, говорит, никогда это не проделала, это был Грайер Ханиданьян. Она очень много с ним пела, обожала с ним петь. И она говорит, и вдруг она говорит, он как возьмет верхнюю ноту. И я, говорит, заслушаю. Конечно, у одного ритм слабее, у другой не актер.
Ну да. У третьего нет верхов, у этого нет низов, или всякое бывает. И, конечно, приходится выкручиваться. Вот спасибо, что Николай у нас такой, он очень такой доброжелательный, как ты сказала, очень человек. Он понимает все, входит во все положения. И в результате человек расслабляется. И как-то... А ведь у нас были случаи с Канью. Пел один наш тенор, и пел тенор, и спел вот эту знаменитую арию «Смейся, паяц». Да. И все, и занавес закрыли. Да. И он просто потерял голос. Такой был. А рвался, хотел петь. Это вот на этой сцене? Много лет Зоин тому назад. И у него был потрясающий по природе голос. Но вот такое случилось, и на этом его... Сорвал. Да, потому что Канью это страшно. Да, Это- да, Поэтому, верха там. вот извини, что я остановила. Ну, давайте Лейлу послушаем. Лейла, пожалуйста, молви словечко. Дорогие мои, я с такой любовью слушаю всех. Мне очень много есть что сказать. Моя молодость, вот как я сейчас на них смотрю, полностью лучшая творческая часть молодости прошла с Ларисой Абисаловной. И как раз она приехала к нам в Осетию в застойный период, когда у нас ничего не происходило в театре. И Господь, наверное, посмотрел, а я всю жизнь хотела попасть в Марийский театр. И когда Лариса Абисаловна к нам приехала и стала художественным руководителем, я говорю: Господи, спасибо, что Марийский театр приехал сюда. А не я поехала отсюда. Вот, поэтому очень долго рассказывать. Что я могу сказать? Я могу сказать, что моя карьера состоялась, учитывая, что уже молодежь наступила на пятки. И, конечно же, Лариса Абисаловна, у вас не день рождения, но... Все-таки давайте поздравим Ларису Александровну с днем рождения. В будущем все вас. Невозможно вас не отметить просто в разговоре. Я за все вам благодарна. Мне удалось спеть много спектаклей, много главных ролей исполнить. Это Сантуца, это Манон Леско, Кармен мне дважды удалось спеть. Ну, я не Дело в знаю. том, что Лейла сопрано, а все-таки Кармен Меца. написано для Меца. Меца. Ну, у нее такой был бешеный какой-то, ну вот, темперамент, и она так хотела именно Желание. Кармен Желание. спеть, дерзость какая-то была. И я уже потом сказала: хорошо, пой. Но я не думаю, что нужно это делать. Но она спела, она убедилась, что все-таки это для Мэтца написано. Безе. Да. Успокоилась и стала петь уже партии Сопрано. другие. Да. А ты лучше расскажи, как ты Да. пела в Королевском Да, Венском я вот зале. и как раз хотела сейчас это сказать. Мне еще посчастливилось поехать за границу с Ларисой Абисаловной. Она один раз отвезла меня в Вену, в Королевский дворец. Это было очень волнительно. Одна из моих мечт была спеть под ее сопровождение. Это такое счастье. Я не знаю, кто-то пел из вас с ней. Никто. Никто, да. Как А мне никто? почему-то девочки и мальчики. Никто. Ну вот Там уже ты знаешь, как надо петь, в каком настроении, в каком темпе, сразу, моментально. Я не знаю, у вас что в звуке. Вот недавно вы мне еще говорили, что у вот нее я из-под пальцев восстановлюсь разговор, не и, говорит, звуки вы музыки, дадим концерт. а Я живу этим подсказка. теперь уже, Лариса Абисаловна, я живу. Вот. А во второй раз мы поехали Во Флоренцию, да? во Флоренцию поехали, там монумент, этот, посвященный бесланским детям. И там тоже, правда, не под Ну, ваш аккомпанемент. петь Лариса Александровна. ответственно должно было быть Да, это в колыбели очень было музыки ответственно. во Флоренции, в Вот Италии, вернее. монумент, да, Ну, стоит на Да, конечно, посвященный нашим конечно. Я бедным представляю, детям. как волнительно было. Да, вам. конечно. В Парижском театре Лариса Александровна сделала ряд пригласительных билетов, чтобы я и балет посмотрела, и много спектаклей увидела. Я наблюдала за ней, конечно, постоянно я только за ней наблюдала, я там никого не знала. Вот. И я видела, сколько людей ее окружает, какое внимание, сколько любви. Все за ней ходят, все что-то спрашивают. Я на нее смотрю, думаю: Господи, что ей надо в Осетии? И потом мы приезжаем сюда, и после какого-то спектакля, я уже не помню, простите, может даже Кармен, у нас всегда внизу банкет ставился, мы, в общем, все там сидим, и я не постеснялась встать и рассказать свои ощущения, которые там испытала. Я говорю: Лариса Абисаловна, я вас хочу при всех спросить, зачем вам Осетия, у вас все есть?
у вас такое вот окружение, вас на руках носят везде. Он говорит, а я не могу без Осетии. Я Воздух никогда это Родины, не он забуду. особенный. Вот так вот. Я люблю Осетию, я не могу без Осетии. Я, в общем, люблю вас, Лариса. Спасибо, Я вам Лена. благодарна за Она всё. здесь состоялась, она здесь, да. все самое дорогое ее, я так думаю, оно здесь. И трудное. Детище. Самое трудное. И самое трудное, да, оно все здесь. Тема, но ценнее. Да. Конечно. Суслан, пожалуйста. Я не ошибусь, если скажу, что то событие, что я попал в театр, это самое яркое, самое лучшее, что произошло со мной в жизни. И много раз упоминалось Божий промысел, да, Божий. То же самое я про себя думаю. Это я не понимаю, чем я достоин такой чести и то, что я здесь нахожусь, потому что каждый день, проведенный для меня в театре, это счастье. Я иногда останавливаюсь и думаю, как мне хорошо, как я получаю удовольствие от всего, что происходит со мной. И как Вера упоминала тоже, то, что мы с Ларисой Бесаловной, это огромный дар, огромная возможность, потому что огромная очередь к Ларисе Бесаловне. Приезжают люди сюда, с разных стран мира всего, получить уроки. А мы получаем их, живя здесь, никуда нам ездить не надо, огромный опыт. И каждый раз после ее мастер-классов, после концертов из летописи Владикавказа я получаю огромный стимул, огромный заряд эмоций. Спасибо, Суслан. Мне бы хотелось, чтобы мы послушали Суслана. Еще один момент. Я просто хочу сказать, конечно, спасибо, ребята. Я очень счастлива, что вы ко мне так хорошо относитесь. Но Неожиданно, что ли? Нет, не то, что неожиданно. Я просто подумала о том, что были моменты в нашей жизни, вот и с Эмилией, например, да, когда мы отсюда уходили со слезами. Здесь было очень много такого тяжелого. Да, было. Вот шел спектакль «Отелло». Вот как раз, Зоечка, за тобой, вот где-то вот тут, режиссер Александров нарисовал мелом такой крестик, куда должен был Отелло и Яго. А Яго пел потрясающий артист, баритон Виктор Цакоев. Он в самом своем, так сказать, расцвете, что-то по отношению к нему тоже здесь было, наверное, несправедливо. Он резко бросил. Да. Вообще перестал Вот как раз исполнив Отелло. Да. Так вот я хочу сказать, Молодец. во втором акте есть такой момент, когда Отелло, которого Яго уже так настроил, так всех оклеветал вокруг, начиная с Дездемоны и Касси, что Отелло в ярости
падает на одно колено вот здесь. Яга стоит над ним, кладет ему руку на плечо, и они поют вместе клятву. У нас это называется клятвой. В этом кусочке оперы, страстном где исполнении много дуэта. эмоций, страстей, где пышет жаром от каждой ноты. Грайер Ханиданян падает коленом сюда, и вот такая у него реакция. Там вот так Гвоздь. вот гость был, да. И он со всего маху вот проткнул себе это колено. Но они допели, конечно, но потом долго проблем было много. И вот то, значит, имели в ее туфель какой-то тоже забьют железный там гвоздь. То это, то. То Было. колесо с Ну, это Но все равно много хорошего было. Я просто хочу что сказать. Вот такой был театр. Сейчас такого нет. везде. Это Да. везде Но у присутствует. нас такого теперь нет. Я хочу просто сказать, что я этому театру очень многим обязана. У нас было очень много хорошего. Но сейчас, я считаю, вот поскольку мы говорим о театре, мы должны все, что можно хорошее, то, что я помню, мы помним, это успеть рассказать молодежи нынешней. Да. И вот эти концерты из летописи Владикавказа, они для этого и предназначены, понимаете? Они важны. Мы, молодых, кто учится в училище, тоже там слушаем, к нам приезжают, лучших берем себе сюда. И это нужно вот им, Не молодым. только театру, это нужно и республике. И публике, Раньше, конечно. я хочу сказать, тем солистам, которые только пришли и не знают, раньше все республики наши соседние равнялись на нас. У нас высокая культура музыкальная была. соседние. Сегодня здесь говорили об этом очень много, чтобы и такой спектакль, и такой, и такой. И певцы. Сейчас, к сожалению, вот как-то уходит, спадает все это. Почему? До сих пор каждый из вас с восторгом говорил о том, что в театре, ну, наконец, стал подниматься театр благодаря Ларисе Абисаловне. А вот если бы был жив, Зоя, Султан Евгеньевич Ужегов, я А убеждена. если бы был жив Беларым А если бы Беларусь... Тогда бы вопроса этих записей не стало. Тогда было это Абсолютно. дело чести республики. Конечно, А сейчас абсолютно. нас приглашают записываться в Махачкалу ехать. Ну, будем надеяться, что все это Да. выправится, все встанет на рельсы На рельсы. прежние. И будем надеяться, что и писаться мы будем, и сниматься мы будем. Все у нас будет. Дорогие мои друзья, мне бы хотелось, чтобы в наш разговорный ансамбль снова влилась Белла. И хочу узнать, вот какие сложности бывают в ансамбле с оркестром, с новым маэстро. Ведь вы работали с Павлом Панасяном, Да, вы работали и с Анатолием Маркаевичем Брискиным. не довелось, к сожалению. Как, нет? Нет, Разве? Я тогда еще не Нет. работала в театре. Она работала Я- с Евгением Кирилловым. Сейчас состав хора обновился, много влилось новых голосов, а из тех, которые пели, скажем, 5-10 лет тому назад, они поют? Есть они? Есть еще, их не так много осталось у нас в хоровом нашем коллективе, но они есть, они есть. Ну как, сцена любит молодых и красивых, это Да. всем понятно. Да, особенно Конечно, на когда первом они на плане. сцене, Да, хор я же имею в всё виду время сцену, на конечно, сцене. да. Конечно, они на авансцене бывают те, которые помоложе, но, к счастью, они еще в нашем строю, они есть, они поют, и, повторюсь, их не так много, но они есть. Они А вот вносят как свой вклад. ведется отбор в хор? Вот, чтобы, вот я хочу петь в хоре, например. Ну, вы заявляете о себе. Я беру вас к себе, значит, в наш багаж, скажем так. У нас есть ваши данные, мы вас слушаем. Потом точно так же, как всех остальных, должна прослушать Лариса Абисаловна. Это не секрет ни для кого. Я считаю, что это очень правильно. Конечно, требования сегодня, они иные, чем были ранее. Если у нас наш хоровой коллектив состоял во многом, большей частью из людей с хорошим слухом, с хорошим голосом, но без музыкальной грамоты. Работать приходилось, естественно, что индивидуально когда-то какими-то группами, то есть подводя всех к единому знаменателю. Сейчас, конечно, требования другие, и, как правило, это люди уже с образованием. И поем мы не только четырехголосным, поем и восьмиголосие. Очень много музыки поем да. сейчас духовной, русской духовной музыки. То есть изменяются требования, То есть у естественно. вас репертуар и отдельно, без спектакля. Конечно. То есть вы имеете возможность выступить на Конечно, сцене да, со своим конечно. репертуаром. Очень много интересной музыки у нас есть в багаже. И
Знаете, вот эти концерты, которые вот Лариса Абисаловна уже не один провела из «Летописи Владикавказа», каждая тема диктует какую-то свой жанр, свою музыку. Это была, вот я уже повторюсь, духовная музыка. Вот совсем недавно мы пели хор из оперы, значит, «Набуко». Такой был сюжет. Такова была тема этого, я назову это заседание. Очень значит, красивые хочется. хоры там. Очень красивая музыка. Спасибо. А что касается нашего участия вот в оперных спектаклях, то не хочется повторяться, но есть задача, поставлена задача, и ты уже ее выполняешь. Есть очень мобильный и очень организованный дирижер, вот он рядом со мной Вот сейчас сидит, Николай. о чем я хотела спросить. Поэтому- Легко с ним Может быть, Вы не забудьте сегодня спектакль. в ансамбле? Сейчас соберитесь. мы всегда рады его видеть у себя в хоровом классе. Это не всегда, к сожалению, к нашему сожалению, получается. Но, выходя сюда на сцену, мы быстро, мобильно реагируем на какие-то его замечания, если они бывают. Они бывают? Они доступны. Вы знаете, у нас, на мой взгляд, у нас получается очень хороший тандем. Потому что мы стараемся не подвести ни Николая, ни Ларису Абисаловну и быть просто... Неважно, кто это будет. И никогда никого не обсуждать. Мы должны быть готовы. Вот наша подготовка, а дальше уже это все склеивает дирижер. И это его интерпретация. Это сказывается на работе, на результате. Это Хочется сказывается. надеяться. Спасибо большое. Спасибо. Зоя, знаете, я еще хочу сказать об одной ипостаси, уж коль день рождения Ларисы Абисаловны. Совершенно. Я вообще никогда не люблю в глаза вот какие-то такие приятные вещи. Говорит, лучше сказать за глаза приятные человеку. Я ведь, кроме всего прочего, еще работаю и в колледже искусств имени Гергиева. И когда на этих концертах из «Летописи Владикавказа», значит, наблюдаешь, как на сцену выходят совсем еще юные дарования, ну, как правило, это вокалисты. Вообще у колледжа есть редчайшая возможность, я считаю, что это вообще в мире редчайшая такая возможность, вот с молодых ногтей попадать на сцену с таким названием «Филиал Мариинского театра». А Ну, она вот у только нас что есть. Верочка нам об этом Ну, Верочка, поведала. это уже как бы Да. она уже в труппе. А эта возможность есть еще во время учебы в колледже. Это наши хореографы, которые участвуют в спектаклях хореографических, которые идут на сцене этого театра, внося свою посильную лепту. Это оперные спектакли, в которых тоже используются наши не в качестве вокалистов, пока, например, но каких-то других, как статисты. Ну, а уж выпускники вокального отделения, ну, я считаю, повторяюсь, наверное, это редчайшая возможность. Ты только что сдал госэкзамен, и тебя уже Лариса Абисаловна пригласила для участия лучших, разумеется, лучших. Вообще, в принципе, колледж для чего в республике? Для того, чтобы пополнять Да, конечно, коллектив конечно. театра оперы и балета, и чтобы пополнять коллектив ансамбля «Алан». Да. Ну, вот как-то в этом направлении работаем. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо вам большое. Мне бы хотелось услышать голос не в пении, а в разговоре. Я недавно ее на вашем концерте одном слушала. Это меццо-сопрано Вера Цхурбаева. Пожалуйста, как вы пришли в этот театр? Очень интересно. Я влилась в коллектив театра в 2017 году, и для меня это была полная неожиданность, потому что... Опять неожиданность. Неожиданность, Почему? потому что я выпускалась с колледжа искусств имени Гергиева. Я выходила на госэкзамен. Спела свою программу, вроде все прошло очень достаточно хорошо, педагог меня похвалил, ну, конечно, сказал какие-то свои замечания, и потом нас после обсуждения собрали, чтобы сказать, какие оценки мы получили. И тогда Лариса Абисаловна меня заметила. О, ужас. Вот что я могла сказать тебе. И она пригласила меня в театр. И это для меня было просто невероятно. Я не могла поверить своим ушам и всему тому, что происходит вообще со мной. Естественно, это была для меня очень большая честь. И спасибо вам большое, Лариса Абисаловна, за возможность, которую вы даете молодым солистам, артистам себя проявлять. Такого нет ни в одном театре России, только здесь. Предоставляется молодым артистам такая
на мой взгляд, уникальная возможность. Потому что я, как человек без высшего образования, который пришел в театр солисткой, ко мне сразу все же стали очень тепло относиться, меня все стали поддерживать, и взрослое поколение. Сразу все какие-то советы стали мне давать, как себя нужно вести в театре, какой репертуар больше нужно делать для концертов. И вы до этого говорили, что бывают ли трудности в театре? В театре трудности бывают, и бывают какие-то даже некие творческие разочарования, и для каждого артиста они свои. Но эти разочарования – это как раз-таки та точка роста, которая просто необходима каждому артисту для того, чтобы расти. И, Лариса Весова, спасибо вам большое. И вот в этом году, на самом деле, мне предоставилась такая честь сыграть и в «Евгении Онегине», это роль Ольги, и в опере «Демон» Рубинштейна я вышла в роли ангела. Абсолютно диаметрально разные роли, потому что Ольга – это живой персонаж, естественно, из произведения Пушкина. Демон, мистика. А ангел – это… Мистика. Да, мистика. Скажите, а вот недавно я вас слушала в концерте в сочинении Анастасии Гурджиевой. Да. Я так слышала, что это было совершенно неожиданно для вас. То есть и времени мало было для того, чтобы подготовить этот материал. Да, было очень мало времени на подготовку сочинение, оно интересное, очень непростое. И вот эта трудность, с которой вы столкнулись, вы ее преодолели, я хочу сказать. Да, вы прозвучали, это и неплохо. На самом деле была трудность, потому что современную музыку очень тяжело исполнять солисту, который не имеет за своими плечами какой-то определенный багаж, что есть вот у моих коллег, более взрослых, опытных. Но вот посчастливилось мне все-таки исполнить. Да, на самом деле, с Ларисой. А вы знаете, эта идея вообще написания этого цикла, она тоже принадлежит мне, потому что я знала, что впереди будет у нас вечер, посвященный Марии Ясыне. Это знаковая фигура для всех осетин, и не только осетин, потому что это третья святая, которая канонизирована после Ярослава Мудрого, после Владимира Мономаха. И вот такой вот встал вопрос, а что же петь на концерте? Рассказать можно. И я заказала 2 композиторам, заказала бесплатно, потому что они это сделали совершенно благотворительно. И вот рядом с Верой сидит Марина Нетребина. Вот они вдвоем, мы так придумали, с композитором исполнить этот цикл. Марина пела Марию девочку и уже невесту. Причем пение было вокализм. Да. Без слов. Да. Пение без слов. Но это очень трудно. А чем это обусловлено? Почему? А это обусловлено вот чем. Потому что мы не имеем никаких свидетельств, ни того, что говорила Мария Ясыня. Она не оставила никаких там, нет никаких пьес написанных. Вот почему, вот же. Но мы говорили много о том, что она могла чувствовать, могла. Вот. И потом уже Вера исполняла, так сказать, пыталась показать ее образ в роли уже великой княгини Владимирской. Мне кажется, что у нас неплохо получилось. Неплохо. Это еще будет заметила. Исполняться. Мы уже дважды исполнили. Оно интересное сочинение. Композитор, такой очень стиль написания необычный. И мне кажется, и современность, и какие-то наши традиции сочетает в себе.
мне кажется, сейчас очень уместно, Вера, что-нибудь спеть. Да? Просим тебя. Сегодня всю нашу встречу нам помогала, аккомпанировала нашим прекрасным певцам юное дарование. Спасибо большое. Ну, я присоединяюсь ко всем словам своих коллег и хочу сказать огромное спасибо. На мой взгляд, работать пианистом в театре – это самое сложное, что может быть. И самое интересное, потому что такому не обучают в консерватории. Правда, Это да, во время работы уже в самом театре это приходит, этот опыт. И я хочу сказать огромное спасибо за возможность работать в театре, потому что здесь проводится очень сложная работа. И с каждым годом я понимаю, что приобретаю очень ценный опыт. И благодаря опеке Ларисы Абисаловны я развиваюсь. Хочу сказать огромное спасибо. Спасибо вам. И вопрос, который я не могу не задать. Лариса Абисаловна, вы приглашаете гастролеров, вы приглашаете на свои вечера. А вот что касается ваших гастролей, пролейте свет на это обстоятельство. Гастроли. Могу сказать так, что гастроли – это особая статья. Вот, да? И надо все время быть в тонусе, в форме, надо заниматься по 12, по 14 часов в сутки. Так было у меня. А вот что касается гастролей театра, ну, вот наш театр до филиала, он гастролировал в Москве,
Краснодаре несколько раз в Сочи, в Чебоксарах и так далее. Уже будучи в филиале, мы показали оперу «Коста». Оперу «Коста» в Петербурге на сцене Мариинского театра, дико волновались. Хочу сказать, что мы завоевали 2 больших приза. Это приз, российский национальный приз «Онегин». Он дается за лучшую постановку, за лучшую режиссуру, за лучший состав и так далее. Вот мы 2 раза удостоились. За детский спектакль «Брундибар» и за «Коста». Да. Как за событие такое. Сейчас была пандемия, конечно, никто не гастролировал. Вот только сейчас что-то такое начинается. У нас были какие-то приглашения, но пандемия все остановила. Сейчас мы думаем, что нужно будет вывести оперу. У нас есть что показать, особенно «Демон», «Коста», такие вот оперы. Вот ближайший наш куст. Это Нальчик, Пятигорский, Славодский и так далее. Я сейчас думаю, да, это сделать в новом гастроли, сезоне. они как бы и стимулируют, и интерес проявляют Но больше, это тоже зритель другой. Зоя, это тоже деньги. Все. Ну, Сейчас руководитель театра, Валерий Гергиев, он очень внимательно относится к тому, что где ставить, что как израсходовать, потому что непонятное такое немножечко будущее. Но я знаю, что он очень большое внимание уделяет своей родине. И он хочет, чтобы этот театр, он гордится, чтобы театр был, так сказать, на виду, на слуху. И я знаю, что во многих очень местах говорит, что ой, как запел хор, вот получилось это, вот там есть солисты такие интересные. Поэтому будем надеяться на него, но и сами не плашать. И если нас куда-то пригласят, обязательно тоже сможем. Будем надеяться. И я вам желаю больших успехов в вашем творчестве, больших гастролей я вам желаю и большого удовольствия от того, что вы делаете. Это очень дорогого стоит, и я вам желаю этого всего. Спасибо, Зоя. И больших творческих успехов. Спасибо. Всем вам. Спасибо вам сегодня за вот эту встречу, за эту приятную встречу, за приятные, за хорошие разговоры. Спасибо вам большое, одним словом. Спасибо всем вам.